В начале рабочей поездки Аслан Джани ознакомился с ходом восстановительных работ у Гагарской колоннады и в парке принца Альденбургского. Вице-премьер-министр экономики Кристина Азган, сопровождавшая президента в поездке, и заместитель руководителя УКСа Демир Гамиссони рассказали главе государства о том, на какой стадии находится ремонт объектов. А что сделали? Поменяли кровлю, да? Нет, здесь было, здесь в два этапа велись работы. Первый этап было проинъектировано все основание колоннады. Были заменены все колонны, вот все, что видите, все колонны были заменены, залиты в монолит. А было, как говорится, штукатурка, одним словом. Да. Большой слой штукатурки, и со временем он начал разваливаться там, с течением там и времени, и всего этого. И было решение принято полностью отбить все и заново залить монолитом. Естественно. То есть заново были возведены колонны? Залиты. Залиты заново. Монолитом. Залиты. Да. Старые колонны были все отбиты. демонтированы. Отбиты. Несущие конструкции остались, да. То есть усилились. Это капремонт и усиление колонн, а не полная их замена. Нет, не полная. Полную замену, полная их замена была трех колонн, а остальные не нуждались в этом. В настоящее время обновляются резервуары всех фонтанов и каналов, восстанавливаются подпорные стены и распределительные узлы системы водоснабжения. Здесь будет полностью заменено и освещение. Стоимость всех контрактов по реконструкции парка составляет 132 миллиона рублей. По словам специалистов, ремонтно-восстановительные работы на данных объектах завершатся в конце текущего года. Вы все это завершите в рамках 72 миллионов или 130? Да. Полностью весь парк это 130 миллионов и 12 разных мероприятий. 12 разных мероприятий в рамках 130 миллионов рублей. Да. Мы вписываемся в эти деньги? Да. 12 мероприятий будут реализованы? Из 12 8 уже реализовано в полном объеме, сданы в эксплуатацию. Так. Остались 4 мероприятия. Затем в стенах Гагарской районной администрации состоялась встреча президента с активом района. В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства и депутаты Народного собрания. Отчет о работе за 5 месяцев представил исполняющий обязанности главы администрации Гагарского района Юрий Хагуш. По его словам, в последние годы в социально-экономическом развитии района наблюдается отрицательная динамика. План по выполнению бюджета систематически не выполняется. Кроме того, у администрации Гагарского района огромные задолженности. Конечно же, этот год будет с огромными потерями. Этим потерям есть объяснение. Но как объяснить неисполнение местного бюджета по доходам за последние 3-4 года? К примеру, невыполнение местного бюджета по доходам в 2017 году составило 122 миллиона рублей. В 2018 году 84 миллиона рублей. В 2019 году 42 миллиона рублей. Хочу подчеркнуть, пандемии в те года не были. Сумма задолженности непосредственно администрация Гагаринского района должна селам, городу Пицунды, районному отделу образования, Мадина Аликовна, что вы сейчас озвучивали, телевидению, газеты «Гагаринский вестник», вневедомственной охране, спорткомитету, автотранспортному предприятию, центральной районной больнице за медикаменты, различным ресторанам за банкеты 13 миллионов 689 тысяч рублей. Из этой суммы уже было погашено порядка 7 миллионов рублей. Наибольший спад экономической деятельности отмечается в курортной сфере. Здесь объем реализации услуг сократился в 18 раз по сравнению с прошлым годом. Также было отмечено снижение занятости населения на 20%. Наибольший спад экономической деятельности отмечается в курортной сфере. Здесь объем реализации услуг сократился в 18 раз по сравнению с прошлым годом. Также было отмечено снижение занятости населения на 20%. Плохо обстоят дела и с собираемостью налогов. Сумма фактических поступлений налоговых платежей на 15 сентября 2020 года составляет 200 миллионов 39 тысяч рублей. Отставание от плановых показателей составляет 241 миллион 518 тысяч рублей. Процент выполнения составляет 45,3%. За аналогичный период прошлого года при плановых показателях в размере 473 миллиона 412 тысяч рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей составила 299 миллионов 17 тысяч рублей.
Отставание от плановых показателей составило 174 миллиона 395 тысяч рублей. Процент выполнения составлял 63,1%. Особую сложность представляет несвоевременное предоставление налогоплательщиками отчетов, в частности, несвоевременное предоставление отчетов по загрузке в средствах размещения налогоплательщиками, осуществляющих деятельность в санаторно-курортной сфере. О криминогенной обстановке в районе проинформировал заместитель начальника РУВД по Гагарскому району Виталий Воронов. За отчетный период сотрудниками УВД по Гагарскому району была проведена работа по борьбе с преступностью и повышению уровня раскрываемости преступлений. Было зарегистрировано 83 преступления, из которых раскрыто 51. Процент раскрываемости составил 61,4%. Количество тяжких преступлений составляет 43, из которых раскрыто 23. Процент раскрываемости 53,5%. Из общего количества преступлений зарегистрировано убийство с покушением 1, не раскрыто, против 4 прошлого года, раскрыто 3. Кражи личного имущества 28, из которых раскрыто 8, против 28 прошлого года, раскрыто 17. Грабежи 2, раскрыто 2, против 7 прошлого года, раскрыто 6. Разбой 3, из которых 2 раскрыто, против 3 прошлого года раскрыто 3. Аслан Бжани поручил руководителям профильных ведомств передать материалы по случаям злостного уклонения от уплаты налогов в Генеральную прокуратуру. Премьер-министр Александр Анкваб также высказал серьезные замечания в адрес налоговых служб. Кроме того, по мнению главы правительства, дотации Гагарскому району неуместны. Давайте заглянем немножко в себя. Абсолютно прав глава района. Дотации Гагарскому району неуместны. Дотации уместны Тхварчалу, Ачамчирскому району, Сухумскому району. Это точно, вы не будете спорить, и вы точно так считаете. Но почему, еще раз повторяю, мы не хотим заглянуть в себя? В прошлом году, опять я ссылаюсь на Юрия Львовича, не было коронавирусной инфекции. Вам, уважаемые гагарцы, физическим лицам, я обращаюсь и к каждому сидящему здесь, и к тем, кого нет. Было начислено почти 65 миллионов рублей. Эти деньги надо было заплатить за лампочку Ильича. Мы с вами заплатили примерно 28-27,5%. Кто будет платить остальное? Повторяю, не было коронавируса. Сейчас показатели еще хуже. Можем сослаться на коронавирус. Почему систематически Гагарский район не выполняет, пользуясь советскими терминами, планы по налогам и сборам? Если не будет изменений, в ближайшее время придется менять руководителей структур. В первую очередь это коснется налоговиков, отметил президент в завершении встречи. Глава государства также подчеркнул, что не следует постоянно рассчитывать на масштабную безвозмездную финансовую помощь. Нужно подумать о том, как самим зарабатывать деньги. Люди хотят справедливости. И люди хотят, чтобы те, кто злоупотребляет государственными деньгами, были справедливо наказаны. Мы в этом вопросе буксуем. Я слышал такое мнение со стороны некоторых руководителей правоохранительных органов о том, что им не дают работать. Такое бытовало. Работайте, ребята. Все будут вам аплодировать и ждать ваших результатов. Работайте, вперед! В завершении встречи у ее участников была возможность задать главе государства интересующие их вопросы. Сколько инвесторов иностранных вошли в нашу страну? Плохо я себе представляю картину, когда инвестор в этих условиях мог бы приехать в Абхазию. Инвестор в более благоприятных условиях не приезжал. Но с 1 августа по настоящее время к нам заехало около 400 тысяч инвесторов. Кто-то на один день оставил 1000 рублей, кто-то на 10 дней оставил 10 тысяч рублей. Пока мы дело имеем с такими инвесторами. А в отношении крупных инвесторов придется работать. И не один день, а целенаправленно. И такая задача
перед правительством стоит, и эти решения будут приняты. Конечно же, предварительно все это согласовав в известном объеме с нашей общественностью. Гугуса Вардани, Алексей Гухава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.